Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вам ждать в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, чаша у вас вышла. Как красиво. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, здесь у вас две птички вместе. Одна другой что-то вот как нашепчивает, да, рассказывает. Это встреча, это разговор. Встреча может быть личная, встреча может быть на просторах интернета. И также это может быть разговор по телефону. Обмен важной информацией, передача важной информации. Причем вы слушаете с замиранием сердца, а тот другой человек, ваш собеседник, просто как кладезь какой-то необычной, полезной, важной, интересной информации. Здесь занимательный разговорчик вас ждет, ну, либо если встреча, то очень приятная, теплая и очень познавательная встреча идет. Вы как отвлечетесь, наверное, как даже переключите свое внимание с каких-то забот, проблем, да, вот как отдохнете немножко в этом разговоре. Так, еще здесь был шторм, были большие волны, и вот как море успокаивается, да, как вода успокаивается. Из состояния шторма переходит плавно в состояние покоя, да, штиль, по-моему, это называется. Вы это прям на себе ощутите. Возможно, это ваше нервное состояние, потрясение эмоциональное, возможно, и те проблемы, да, с которыми вам ежедневно приходится сталкиваться. Из шторма в штиль вы переходите, да, в спокойствие. Так, мужчина, который издалека за вами наблюдает, поглядывает в вашу сторону с большой надеждой в глазах. Возможно, вы поссорились, возможно, мужчина какие-то имеет виды на вас, какие-то планы, виды, может быть, чего-то ждет от вас. Пока не решается сделать шаг, но вот всячески прям намекает, в глазах у него написано, какой-то молящий взгляд, вы прям на себе ощутите, либо увидите в этом мужчине. Вижу, что вы не сильно заинтересованы, либо вы специально время тянете. Вот, поверьте, это очень классная тактика, она работает. Этот мужчина, он не сможет выдержать. Вот поверьте, сам первый прибежит, либо сам первый заговорит. Так, еще у вас ангел, который расправил крылья над вами, еще кем-то. Ситуация здесь как чудо произойдет, либо чудо поможет. Ангельское вмешательство всех спасет, либо всех защитит, убережет, не допустит каких-то нехороших последствий. Вы и какой-то человек, может быть, даже совершенно незнакомый человек. Но вот ангел защищает и над вами крыло, и над всем другим человеком крыло. В правой стороне женщина, кстати, такая уверенная в себе, знаете, хозяйка жизни, она вас за плечи поддерживает. И смотрите, вы друг другу смотрите в глаза. Женщина, обладающая возможностями, властью, авторитетом, такая, знаете, непростая женщина, окажет вам поддержку. Либо женщина проникнется к вам, к вашим проблемам, к вашей ситуации. Знаете, как сама придет и будет вам о чем-то говорить, что-то вам предлагать. Может быть, в прямом смысле слова начнет вам помогать. Это будет очень неожиданно и в то же время очень приятно. Поддержка, помощь от женщины. Буква В у вас выходит. Буква В создает какую-то непростую, скандальную, проблематичную ситуацию. Здесь человек явно либо заблуждается, либо всех хочет обвести вокруг пальца. Как
инсценирование какой-то проблемы, какого-то конфликта, которого на самом деле нет. Будьте поаккуратнее с людьми, которых зовут на букву В. Поменьше их слушайте, и уж тем более не ввязывайтесь в те ситуации, которые эта буква В предлагает, да, человек на букву В предлагает. Так, кто-то сидит в очень комфортных условиях, ножками болтает, отдыхает, расслабляется. Возможность отдохнуть, возможность расслабиться, возможность прийти в себя после тяжелой работы, либо каких-то испытаний. Главное здесь, конечно, комфорт. Плюс здесь у кого-то такая отыграется, может быть, как и даже сеанс массажа, да, можете расслабиться. Здесь вас кто-то поддерживает, либо этот комфорт вам обеспечивает какой-то человек. Наслаждайтесь этим моментом. Такие моменты очень и важны, и нужны, и, кстати, крайне редко нам выпадают. Худые люди не в том направлении смотрят. Худыми обычно показывают людей, которые плохо себя чувствуют, либо людей, которые сейчас именно в проблемах находятся. Вы либо не в том проблему ищете, либо не там панацею ищете, да, помощь, спасение, исцеление. Не туда вы смотрите, и вы об этом узнаете, вы это поймете. Такое небольшое разочарование ощутите. Но главное, что вовремя. Главное, что еще не поздно, да, найти другую помощь, либо другой источник помощи, поддержки. Да, может быть, какие-то другие препараты, которые помогут вам вылечиться. Вы же все разные, все в разной ситуации. Но вот как не туда, не на то вы подумали, не туда вы пошли, не там помощи попросили. Не те, может быть, препараты принимаете. Вот здесь понимание, осознание и возможность все поменять. Так, большой бокал, большая чаша. Она, кстати, наполненная. Здесь еще человек, который просто вот вам эту чашу предлагает, да, на себе ее держит. Я так понимаю, что это признание. Признание в любви, признание в своих чувствах, раскрытие перед вами своих чувств, либо какое-то действие, которое подчеркивает чувство, либо доказывает чувство. Но опять же, вы все разные. Кому-то мужчина в любви признается, а для кого-то мужчина ценный подарок сделает, да, тем самым любовь свою покажет. Я вижу, что вам это будет невероятно приятно, и это будет очень неожиданно для вас. То есть вы не ждете, вы не думаете, вы не просите ничего, а мужчина это делает сам. Ну, либо женщина, если смотрит меня мужчина. Вот прям сделают ваши дни, ближайшие ваши дни. И впечатление у вас, впечатление надолго останется. Но это что-то очень приятное. Так, еще с левой стороны летит большая птица, и на своих крыльях она несет большое яйцо. Но это предложение, это по-любому предложение, причем предложение достаточно выгодное. Яйцо, это же ценность, оно же еще проклюнется, понимаете? Хороший такой момент, мощный, кстати, момент. И этот момент идет, возможно, и для вас, возможно, для кого-то из ваших близких. Очень крутое предложение, очень крутое. Советую вам внимательно ко всему к этому отнестись и не откладывать ничего. Вот вы получили предложение, сразу давайте ответ. Если есть какие-то вопросы, уточняйте, тоже сразу давайте ответ. Эта птица, она гордая птица. Яйцо очень такое большое, желанное. Если вы будете медлить, тянуть время, поверьте, найдутся другие желающие. Нельзя упускать такую птицу, нельзя отказываться от такого яйца. Слишком уж оно крупное. Так, еще мне показывают момент расходов. У вас предстоят расходы. Что-то вы будете покупать, на что-то вы будете тратить. Возможно, даже во что-то будете вкладываться. Печалька, конечно, да, неприятно, но в то же время вы ведь понимаете, для чего вы это делаете. Здесь с болью в сердце вы делаете эти расходы, но в голове у вас надежда. Так идет. Так, еще слева два человека пытаются нагрузить вашу спину. То ли они свои какие-то обязанности на вас возгружают, то ли какую-то свою ответственность, может быть, какие-то свои проблемы. Единственное, что меня смущает, что вы не против. Вы как сами повернулись, подставляете свою спину и говорите: грузите, товарищи, грузите. Какое-то самопожертвование. Смотрите, эти два человека, может быть, они и нормальные. Может быть, да, действительно, вы хотите этим людям помочь.
Но какая-то крыса за этим всем делом наблюдает и, знаете, как потирает лапки. То есть, возможно, увидев вашу доброту, какой-то третий сторонний человек решит вами воспользоваться. Имейте это в виду и вот действительно будьте рациональны и будьте бдительны. Кстати, крыса здесь очень большая. Она на хвосте. На хвосте у нее, видите, рыбка. Как будто бы она эту рыбку украла, к хвосту своему привязала. Крыса у кошки украла рыбу. Ну, вообще чудеса. Я так понимаю, что ваши недоброжелатели, либо ваши конкуренты, ваши кто нехорошие люди, да, которые вас окружают, у них там какая-то междоусобица случится. Что-то они там не поделят, либо с друг другом как-то очень плохо поступят. То есть здесь еще интересное событие, то, что ваши недоброжелатели там начнут с друг другом ссориться, ругаться и выяснять отношения. Кстати, отвлекутся от вас. Вот, это хороший для вас момент. И еще что-то свыше спускается, как какие-то новости, какие-то оповещения, извещения, новые законы, новые постановления. Сразу 2 штуки, либо один за одним. Знаете, люди к этому будут не готовы. И здесь будет очень много домыслов, какие-то разговоры пойдут не очень здоровые, не очень полноценные. Вы, пожалуйста, без разъяснений ничего не делайте. Потому что за каждым новым законом обязательно идут разъяснения. Да? Людям объясняют, что это значит, как это будет применяться, какая это норма права, либо какие там новые нововведения, да, какие полномочия, какая обязанность. Здесь вот именно в таком ключе. Просто вижу, что эти два послания, они как какую-то панику даже небольшую вызовут. Возможно, это в плане вашей страны, вашего государства, возможно, в плане, например, вашего предприятия, где вы работаете. Вот что-то будет спускаться, 2 оповещения, 2 извещения, 2 новых правила, 2 новых закона. И у людей может случиться небольшая паника. А вы, пожалуйста, будьте поспокойнее и ждите разъяснений, потому что разъяснения обязательно придут. Там не все так плохо, там не все так страшно. А вот второе даже это оповещение, извещение, какой-то бонус несет, либо какой-то приятный плюс. Еще у вас здесь песочные часики, как будто бы начинается новый отсчет времени. Либо вы получаете какой-то временной задел. То есть у вас, допустим, да, вам выделяется несколько часов, либо выделяется несколько дней. Вот, вы себя прям почувствуете как-то посвободнее, полегче. Но имейте в виду, время, оно очень быстро проходит, оно молниеносно проходит. Здесь вам даже такой совет. Не рассчитывай на то, что у тебя впереди еще много времени. Лучше старайся все делать заранее. Заранее вот сделал, и пусть ждет своего срока. Вот, потому что вы можете как-то время не рассчитать, либо понадеяться, что ой, да у меня еще целый день впереди, либо там несколько дней. И потом будете нагонять, будете спешить, будет суета, будет нервотрепка. Ну, сами знаете, как это обычно бывает. Да, не думайте, что времени еще ого-го сколько. Лучше постарайтесь все делать вовремя, либо заранее. Тоже хороший момент. Так, еще вижу, что будет разговор за мужчину у мужчины, который из-за вас теперь горько плачет. Кто-то вас то ли обвинять в этом будет, то ли как сообщают, да, что вот из-за тебя этот мужчина плачет. Девушки мои хорошие, будьте глухи к этим разговорам и старайтесь их пресекать. Если плачет, значит тряпка, да, кто ему виноват? Вам ничего делать не надо. И, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу. Да, возможно, он плачет, но плачет от того, что он такой дурень, а не из-за того, что вы что-то не так сделали. Да, пусть плачет дальше. Проплачется, поймет, что ему нужно делать. Вообще, мужчины не плачут, да, как там говорили раньше. Так, еще вижу вас и какую-то ситуацию, где вас просто поставили на колени. Сама по себе ситуация поставила вас на колени, как какая-то безвыходная идет. Смотрите, свыше, может быть, от каких-то властимущих людей, может быть, даже сами небеса, да, вот как веревочку вам сбрасывают, благодаря которой вы можете, во-первых, встать с колен, встать на ноги и потом еще и выбраться. То есть не бывает безвыходных ситуаций. Не бывает. Здесь вам четко идет помощь и поддержка.
Я вижу вас в каком-то сиянии, как в свете вы находитесь, в теплом и густом свете. Это сила вашей молитвы, либо сила молитвы того, кто за вас молится. И вы прям на себе это чувствуете. Чувствуете, как благодать на вас сходит. По здоровью, либо в какой-то ситуации, да, вот как молитвенный щит есть. Либо вы молитесь сами за себя, просите у небес помощи, поддержки, либо кто-то за вас молится. И это уже ощутимый результат. Либо вы легче воспринимаете ситуацию, понимаете, что нет, все будет хорошо. То дороги как будто бы в тумане. Либо это будут какие-то спонтанные дороги, либо вы будете ехать без какой-то конкретной цели, либо без конкретного плана. Но как бы там ни было, эти дороги с правой стороны, значит, плохого не будет, все будет хорошо, либо все будет правильно, как и должно быть. Еще вижу мужчину, похожего на русала. Он сверху красивый, а ниже пояса у него вот этот рыбий хвост. Мужчина, хоть он и с правой стороны вышел, но он такой, знаете, тень на плетень, красивые слова, много обещаний, а по факту ничего. Скорее всего, этот мужчина на жалость будет бить. Но здесь какой-то интерес у него, то ли помощь от вас получить, то ли поддержку, то ли вы должны его пожалеть, там, не знаю, приласкать в конце концов. Вот он как за вами ходит, этот русал. Кстати, отдел вас может отвлекать, и очень, кстати, серьезно отвлекать. Вы из-за этого русала очень многое можете не успеть. Либо какие-то свои планы не реализовать. Имейте это в виду. Отвлекающий элемент тут вышел. Так, у вас солнышко. Солнышко большое, теплое, ясно светит. Над головой прямо у вас солнышко. По солнышку обычно теплые дни. По солнышку подарки, по солнышку момент признания, славы, популярности. Но вот солнце светит у вас прямо над головой. Так, еще какая-то потребность у вас возникнет в чем-то, либо в ком-то. Потребность в общении, потребность кого-то увидеть, потребность, допустим, в каких-то, может быть, продуктах, может быть, в покупке чего бы то ни было. Потребность, которую очень сложно будет удовлетворить. То, что вы хотите, то, что вы желаете, оно как будто бы недоступно, либо нужно целый алгоритм действий совершить, чтобы получить то, что вам необходимо. Но здесь голову придется поморочить. Просто не будет. Не будет просто, к сожалению. А может быть и к лучшему. Да? Как раз мозги свои потренируете. Кому-то это прям очень полезно будет. Нужно будет сидеть, именно думать, рассчитывать наперед, просчитывать там шаги, где, куда, когда. Оно такое интересное, как вызов. Вот, это вызов. Ваша потребность — это вызов. Вызов, который вы с успехом пройдете. Так, еще вижу, что какая-то повязка у вас с глаз пойдет относительно кого-то, либо относительно чего-то. Очень тугая, плотная повязка. Она спадает с ваших глаз. И вы в шоке смотрите на кого-то, либо на что-то. И понимаете, как сильно вы заблуждались. Понимаете, что вы совершенно неправильно действовали. У вас сначала такое, разочарование в себе, а потом вы думаете, да нет, наоборот, это мой шанс. Теперь я все четко вижу. Вы из состояния разочарования выходите в пиковое значение, когда вам хочется все исправить, либо переделать, либо сделать по-новому, по-другому. Энтузиазм у вас попрет, просто попрет. Будьте, кстати, собой очень довольны и благодарны небесам за то, что все-таки эту повязку с вас сняли. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.